Добрый день, уважаемые коллеги! Поздравляю вас всех праздником национальной одежды. И к вашему вниманию хочу представить выступление на тему, как в 19 веке французский платок вошел в моду у башкирских женщин. Вы все хорошо знаете, в Отечественной войне 1812 года башкирские конники получили свое боевое прозвище «Северная Амура». В картине Орловского, вот обратите внимание, картина написана в 1808 году, башкир привязал себе на шею платок. На своем опыте я знаю, что это не какая-нибудь мода, а военная необходимость. Представьте себе, когда скачут 100 или 500 лошадей, всадники поднимают, то есть лошади поднимают такую пыль и грязь. И в этом случае башкиры, и как другие представители легкой кавалерии, они закрывали рот и нос, при этом сохраняя свою боевую готовность. Вот почему именно привязали вот такой платок. И когда Наполеон напал на Россию, башкиры особой гордостью пошли защищать свою родину. И победив, возвращаясь домой из Франции, они в подарок привезли своим женам, дочерям вот такие платки. Вот теперь, внимание, они шли на бой, да, ведь в сражение они шли. То есть на башкирском языке звучит «француз яуна». И оттуда привезли «француз яулыгы», яулык. И вот, возможно, вот это тоже имеет одинаковый корень. И вот это легкая такая образец, так скажем, головной убор женщин быстро стало модным. Почему? Потому что те тяжелые элементы национальной одежды, как сельтер, хахал, хашмау, они уже стали атрибутом праздничных таких случаях. Также утверждение платка как повседневный головной убор, да, большую роль сыграла, естественно, и исламская религия. Но память о французской войне, о французе яулыгы остался у башкирских народов. И мужья, провожая жены мужей или девушки своих возлюбленных в войну или военную службу, стало доброй традицией дарить им вот такие именные платки, вышитые именные платки. На башкирском языке это звучит как кул, яулык, также слово яулык. Это стало доброй традицией. Но ко дню праздника национальной одежды я восстановил так забытый элемент национального костюма, я имею в виду военного мундира. Обратите внимание на экран. В 2015 году я участвовал в Австрийском сражении. Это реконструкция проходила в городе Бруно в Чехии. И там, приехав сюда, в город, я увидел башкир. То есть местные ребята, чехи, изображают нас, башкир. То есть создали клуб. И у одного чеха-башкира я на плече увидел вот такие цепи. На мой вопрос, почему он прицепил вот такие стальные цепи, на что вот это Мартин крайне стоит, здоровый такой мужчина, он мне объяснил. Вот, это защищало плечо, левое плечо, свободное левое плечо от сабельного удара. То есть атакующая рука, плечо всегда, она сама себе защищает, да ведь? Вот эта цепь стала защитой. На русском языке это звучит наплечник, а на башкирском яурындык. Вот обратите внимание, француз яулыгы, плечо, пле, яурын, яу. Вот, возможно, эти слова имеют одинаковый корень. Также я как историк-реконструктор, как любитель, да, ведь, который прошел от Бородино до Парижа, каждый раз, когда совершаю поездки в Европу, я по доброй традиции
Я тоже дарю своим детям, дочерям, жене вот такие французские платки. Данные платки вот тоже, они как бы являются именно, я привез их из Франции. Спасибо за внимание. Благодарю за ваше внимание.